بيرجدي ولقي حضني ليلجدي وسادال مضاعة تشليقد ملا مسي يرم تايت إتاجو حمية ديها حط من بوكش بديها. Это видео накануне разлетелось по всем социальным сетям. Местные жители стали свидетелями бесстрашных прогулок детей по крыше строящегося 9-этажного дома. Объяснить желание подростков найти новые приключения или разбавить привычные игры чем-то новым еще можно. А вот халатность родителей к здоровью и жизни собственных детей тяжело поддается осмыслению. Правда, в экстремальных занятиях виноват и подрядчик, который оставил объект открытым. Безответственность подрядчика может обернуться несчастным случаем для любой семьи. И взрослый, и ребенок. На объект может попасть любой желающий. Со слов свидетелей, строительная площадка находится в замороженном состоянии уже несколько лет. Ну а отсутствие ограждения оказалось не единственным нарушением. Затопленные подвалы, мусор, нулевой цикл с открытым отверстием. И не только. В ходе рейдового мероприятия стройплощадку проверяет трудовая инспекция. Правда, здесь не обнаружили ни строителей, ни охрану, ни даже паспорта объекта. Направим соответствующие запросы в администрацию, стройнадзор, установим, кто здесь застройщик, и выдадим обязательное предписание, чтобы установили соответствующее ограждение. Однако, со слов других свидетелей, здесь ранее был забор. Однажды ночью его демонтировали и украли неизвестные лица. Странно то, что до сих пор, даже после публикации видео, вопрос не решается оперативно. Представители трудинспекции отметили, в первую очередь необходимо закрыть территорию, а ограждение должно соответствовать всем законодательным требованиям. До начала строительных работ стройплощадка должна быть огорожена полностью по периметру плотным забором. Забор должен быть не менее 2 метров высотой. Материал может быть это железобетонные плиты, это деревянное полотно или оцинкованный профнастил. Указанное ограждение должно быть установлено и сохранено до окончания строительных работ, то есть до ввода объекта в эксплуатацию. Ну а пока дети спокойно разгуливают около 9-этажки. Рядом расположены жилые многоквартирные дома. За время нахождения съемочной группы во дворе не встретилось никого из взрослых. Соответственно, подростки вольны залезать куда угодно. Правда, не все так безнадежно. Дети вообще играют там часто? Заходят туда внутрь? Да. Да? Угу. А ты ходил туда? Нет? Почему? Ну, там уже... строят еще дом, туда вообще идти нельзя. Там опасно, сказали. Кто тебе сказал? Ну, не знаю. Сюда приходили и говорили, туда идти нельзя. А мама, папа тебе запрещают туда ходить? Да, они говорили, не идти туда. Представители трудовой инспекции проверяют еще один расположенный рядом объект строительства. Здесь тоже возводят 9-этажный дом. С ограждением и наличием паспорта у подрядчика нет никаких проблем. Чего не скажешь об охране труда. Касок и спецзащиты на рабочих нет. Не используют они и защитных тросов. На первый раз подрядная организация отделалась предупреждением. Начальнику участка разъяснили все правила производственной безопасности. Магаз – один из самых молодых городов страны. В столице продолжают активно возводить новые объекты. И такие нарушения, как нелегальная занятость, несоблюдение требований охраны труда, встречаются чуть ли не на каждом строительном участке. Трудинспекция уже совсем скоро намерена провести еще одну неплановую проверку, но более масштабную. Напоминают, тогда подрядчики отделаться одним предупреждением уже не смогут. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.